В поселке совсем нет работы. Как нам решить эту проблему? С таким вопросом жители Артыка и Миконского района обратились в прошлом году к Егору Борисову. Раньше главным предприятием в Артыке была автобаза, которая закрылась. В итоге мужская часть населения осталась без работы. На днях поселок посетила рабочая группа членов правительства, рассказывает Светлана Поцелуева. Основной задачей рабочей группы стало комплексное изучение проблемных вопросов и предложение пути дальнейшего развития поселка. Следует напомнить, что в прошлом Артык – рабочий поселок, образующим предприятием которого была крупная автобаза. Сегодня здесь проживает всего 343 человека, 218 из них – пенсионеры. Основная, много лет нерешаемая проблема – отсутствие рабочих мест для мужской части населения, водителей грузоперевозчиков. По приезду в Якутск все встречаются у генерального директора Олега Владимировича, мы пообщались сегодня утром, Михайлов Владимир Степанович, генеральный директор, Виктор Александрович передал о том, что вы говорили, и мы будем рассматривать, поскольку это вопрос очень серьезный, товарищ. Вы же тоже знаете, вот очень дальние поселки, там надо доставлять угол бесперебойно, иметь запасы не менее 15-20 дней, вы знаете все, поэтому ответственность очень большая, поэтому мы этот вопрос не отбрасываем никуда, этот вопрос на повестке дня. Представители министерств и ведомств республики всесторонне изучили проблемные вопросы, осмотрели жилфонд и социальные объекты, неоднократно встретились с населением. Совместно с администрацией ВУСа выработаны рекомендации и предложения. От нас самих очень много зависит. То, что мы сейчас, комиссия сейчас уйдет, а мы совместно с вами, совместно с местной властью, поселковой администрацией должны отработать те документы и участвовать на этих республиканских, то, что сказали, там везде участвовать. И до конца года я пожелал бы, чтобы у нас были уже результаты именно по Артыку. Как было сказано на заключительной встрече, в поселок для оказания практической помощи новому главе будут командированы специалисты улусной администрации, а к проверке исполнения протокола предложено вернуться в сентябре. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК «Саха», Усть-Нера.